Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Пока в Москве продолжаются метаморфозы с делом 212, в Ингушетии огромная следственная группа разрабатывает свой вариант дела о беспорядках. По нему к уголовной ответственности привлечены уже более 30 человек, протестовавших против изменения административной границы республики с Чечней. Адвокаты называют происходящее откровенными репрессиями, заявляют об абсурдных обвинениях и давлении на арестантов. Ингушское дело уже сравнивают с Болотным, которое возбудили после разгона марша миллионов 6 мая 2012 года, рассказывает Иван Воронин. В 6 часов утра у активиста Бараха Чемурзиева проходят обыски. Самого Бараха забрали. По неподтвержденной информации еще говорят, у всех жителей дома забрали телефоны. И вы видите, что в дом никого не пускают. И стоит вон оцепление. Десятки обысков в 6 утра 3 апреля. Обвинения в организации насилия в отношении представителей власти и призывах к массовым беспорядкам по итогам мирного митинга. Аресты и содержание в сотнях километров от Магаса, где проходили протесты. Так, власти отреагировали на согласованный митинг 26 марта и последовавшие за ним столкновения с полицией. Участники митинга выступали против изменения административной границы с Чечней, ограничения права на референдум и отмены прямых выборов главы республики. В деле более 30 обвиняемых. Они сидят под стражей в Нальчике, Владикавказе и Сентуках. Супруга забрали сразу же. Когда я сказала, почему вы его арестовываете, они сказали, мы его не арестовываем, ведем просто поговорить. И все, и после этого он уже домой не вернулся. Куда отвезли, мы не знали почти 2 суток, где он находится. Оказывается, там же сразу его отвезли на вертолете, его, Барахоева, Ахмеда Мусумальсакова, на вертолетах в Нальчике, как особо важных преступников. Я присутствовала на судебных заседаниях. Сколько адвокат задавал вопросы следователю, ни на одного вопроса ответа не получили. Следователь просто молчит, просто склонил голову так, что прокурор сидит рядом и ему подсказывает. Родственникам отказывают в свиданиях, они видятся только в суде. Адвокаты сравнивают ход расследования со спецоперацией, проводят параллели с Болотным делом в Москве. Его возбудили по итогам так называемых массовых беспорядков на акции за честные выборы в мае 2012 года. У преследования ингушских активистов с ним много общих черт. Расследование вот такое свирепое, показательно жестокое, демонстративно, с избыточным применением всех репрессивных ресурсов, всех под стражу, максимально затруднить защиту, максимально невнятные обвинения, чтобы было нельзя понять, от чего защищаться. И попытка сначала назначить виноватых, независимо от того, что конкретно они вообще делали и были ли там, вообще к чему они причастны. Вот. А потом из большого массива людей, вовлеченных, выбирать, значит, тех, кто будет на стороне обвинения в результате каких-то там непонятных или непрозрачных договоренностей или шантажа или угроз, и делать из них так называемых свидетелей обвинения. Это мы все видели в Болотном, это все мы видим сейчас и здесь. Адвокат Вадим Клювган с коллегами представляет интересы 4 обвиняемых. Каждого правозащитный центр «Мемориал» признал политическим заключенным. Среди арестованных лидеры мнений, гражданские активисты, члены Совета тейпов ингушского народа. Это общественное объединение поддерживало протесты на фоне изменения границы с Чечней с их первого дня. Адвокаты считают, что уголовное преследование – это в том числе попытка дискредитировать активных сторонников протеста, представить их преступниками и даже найти следы иностранного финансирования массовых акций, а этим связать протесты с московским делом о массовых беспорядках.